тот, который не идет в развитие, он начинает тянуть этого человека назад. До окончания школы и она так и не дожила. Именно с появлением дочери у вас начались кардинальные изменения в вашей жизни. Взяла в руки, и он прямо живой. Куклу взять, которая вот пластиковая, да, в магазинах, держишь ее, она пустая. Что важно в воспитании? У вас все-таки 5 детей. А самое важное, по-моему, вот уважение вообще к ребенку как к человеку. Он сам предложил мне цену, и я приняла ее. После этого появилась какая-то уверенность, опора в том, что, оказывается, есть ценность в моих работах, и нужно поднимать ценник. Да. Наталья Мельникова, мастер авторских кукол из дерева. Родилась в многодетной семье в Усть-Алданском Лусе. Окончила АГАТУ по специальности агроном, затем магистратуру. Наталья многодетная мама, воспитывает 5 детей. Творчеством активно начала заниматься с 2017 года. Участвует в республиканских и международных выставках. Одним из значимых конкурсов стало участие в международном конкурсе «Искусство куклы» в Москве с экспозицией Тегендархан. В 2022 году участвовала в создании Центра духовности в Сатале. Работа мастера широко известна не только в Якутии. Ежегодный молодежный фестиваль «Мусустар» вот уже 2-й год дарит ее куклы в качестве подарка из Якутии почетным гостям фестиваля. Сейчас Наталья Мельникова работает над созданием творческой студии «Семейной мастерской». Наталья, добрый день. Добрый день. Очень рада видеть вас в нашей студии. Очень много читали о вас и восхищаемся вашим творчеством. Интересно было узнать то, что ваша работа, оказывается, даже живут за границей, то, что вы приложили руку еще и национальному наследию, да, были частью того, как создавался Центр развития, да, духовности. И вообще хотелось бы узнать, с чего все началось, с какого времени вы начали вырезать из дерева и почему дерево? Да. Из дерева, да, ну такой материал, прям теплый такой природный материал. И вот даже вот он очень тактильный. И, кстати, да, вот когда приобретают мои куклы, да, и вот первый отзыв, то, что куклы очень тактильные. Вот это вот теплота именно дерева, да, натуральность. Ощущается, чувствуется. Ощущается, чувствуется. Но все равно живой материал. Но вы в школе, да, по-моему, начали? Да, вырезать? первый раз. До этого у нас вообще как бы семья очень творческая, да. Мы там с сестрой что только не вытворяли, не пробовали, какой материал только, да. И однажды вот мне прям вот огромное такое желание появилось попробовать дерево. Я не знаю почему, я нигде не видела, чтобы какие-то формы там вырезали. Видела мебель, как изготавливают там стул, стол, да? А вот то, чтобы там какие-то скульптуры или что-нибудь, художественная резьба какая-то, да? Такого примера у меня не было. Даже родители этим не занимались? Не было такого. И вот я однажды попробовала, и тогда у меня даже понятия не было, что, оказывается, есть специальные инструменты для резьбы, и там какой-то у них металл особенный, да. Я взяла там кухонный нож, да, самый острый, и начала вырезать. У меня получилась тогда первая кукла моя. Тогда еще. Это в каком классе вы были? Ну вот я точно сказать не могу, скорее всего, это 6-й класс. Совсем маленькая. Да. И почему тогда прекратили тогда? Родители не поддержали, либо интерес пропал? Тогда, ну как сказать, почему прекратила, да? Это у меня прекратилось где-то в подростковом возрасте, по-моему, если не ошибаюсь. У меня была сестра, с которой мы были вообще не разлив вода. И после школы мы готовились поступать в художественный. То есть она была на 2 года старше меня. И пока она ждала, когда я закончу школу, она поступила на курсы подготовки в художественное училище. Чтобы вместе поступить? Да. Она ходила на эти курсы, приходила в выходные и обучала меня. Свои знания передавала мне.
то есть там, как они рисуют, как лепят, как что делают, да. Но до окончания школы, и когда мы там будем поступать, она так и не дожила, к сожалению. Как сказать, я тогда, скорее всего, не восприняла это как трагедия. Просто когда с человеком ты как бы на одной волне, этого все равно не хватает. И ты начинаешь закрываться, как бы, да. И у меня вот эта вот творческая жилка, она как бы уснула на тот момент, и мне стало вообще неинтересно этим заниматься. Вот. Но интересный факт то, что вот этот интерес к творчеству, опять к резьбе по Да. дереву у вас проснулась, появилась с рождением дочери. Да. Кстати, дочка у меня названа, имя у нее в честь моей сестры. И когда она родилась, у меня все как бы, как будто вот... Обрели ту самую Да, половинку. вот ту самую половинку. И вдохновение вот это вот появилось. И снова все вот как в тот момент, когда была у меня сестра, и это все возродилось. Как будто вот прям моментально. И даже сама не ожидала. Дочь вообще абсолютно вот полностью напоминает прям ее характер, ее повадки, да, ее навыки. Прям сестру напоминают. И как она смотрит вообще на жизнь. Ну, можно сказать, она более усовершенствованная. Все-таки новое поколение, они все такие, да, усовершенствованные. Но вы также сказали, что у вас 5 детей. Да. Тоже достойно восхищения. 4 сыновей, единственная дочка, она средняя дочка, да? Да. Потом появились у вас 2 мальчиков. И вот именно с появлением дочери у вас начались кардинальные изменения в вашей жизни. Да. Это возвращение к творчеству, резьбе по дереву, да? Участие в создании вот именно центра духовного развития. Сами пошли в духовность. Да. Да. И в своей жизни тоже внесли существенные изменения. Да? У вас случился развод. Да. Почему вот такие кардинальные изменения? Что повлекло? Что вы узнали для себя, какую истину, что нужно жить иначе? Есть такое высказывание, да, слушай сердце. И в тот момент, когда я приняла решение о разводе, я, скорее всего, вот этим и руководствовалась. Это как бы развернуться прям лицом к себе, выбрать себя. И вот в этот момент вообще вот все полностью развернулось, как будто на 180 градусов. События в жизни какие вообще, это нереально, как будто чудо какое-то. Но это был ваш выбор. Вы родили 5 детей, вы прожили 20 с лишним лет Да. с этим человеком. Да. Это был мой выбор. И мне нужно было вот все эти годы пройти через это, чтобы в конце концов развернуться к себе и принять такое решение. А почему говорите пройти через это? Через что вы проходили? Как вам это объяснить? Я даже не знаю, как словами объяснить вот это вот все. Это слишком такое, наверное, масштабное, что ли. Это же целая жизнь, чтобы объяснить несколькими словами. Все. Вот иду. Это было болезненно? Да, это принятие. И вот это вот принятое решение было очень сложно для меня. Потому что все-таки 20 с лишним лет совместной жизни и 5 детей.
Что стало причиной? Обычно, когда начинаешь заниматься творчеством, человек начинает развиваться, да? И тот, который не идет в развитие, он начинает тянуть этого человека назад. Но когда творчество уже все уже началось, оно как бы заложено в каждом человеке, да, оно и вот эти вот порождает все эти идеи, да, идеи за идеей, идеи за идеей, и уже и спать не можешь, и если ты это не делаешь, не создаешь, то начинаются бессонные ночи. Там уже невозможно. То есть либо так, либо ты себя мучаешь, либо убираешь себя. А сейчас же очень много говорят о балансе, о гармонии, о том, что можно совмещать, не уходить слишком в одну сторону, а балансировать между семьей и творчеством. Но если человек вообще как бы у каждого человека есть свобода выбора, да? Если человек как бы не становится союзником в этом, да, то есть его заставлять это уже бесполезно. Никакие просьбы, никакие разговоры, ничто не помогает. Но человек выбрал вот этот путь. И мне кажется, это надо уважать и отпускать. Мгм. Вы говорите то, что заниматься резьбой и создавать куклы — это ваша медитация. Да. Прочитала комментарии ну, и отзывы других людей, что некоторые хотят заниматься, но боятся, да, что Да, есть такое. боятся Есть такое. создавать то, что может потом жить отдельной жизнью. Вы вообще верите в то, что вот во что-то созданное вселяется, особенно вот куклы, да, люди очень боятся кукол. Да, есть такое, да, потому что все-таки то, что создано руками, ну, как бы имеет частичку души мастера, который это создает. И я в это верю, потому что, не знаю, вот то, что создается на конвейерах, да, там прямо чувствуется, что оно какое-то пустое. А там, где создано человеком, именно руками, теплом его рук, там уже абсолютно другое. Даже когда вот в первый раз, когда я пошла на выставку и взяла в руки одного создания, вот там что, мишка был или, по-моему, что-то такое, взяла в руки, и он прямо живой. Вы почувствовали? Да, я почувствовала, он прямо живой. Вот куклу взять, которая вот пластиковая, да, в магазинах, держишь ее, она пустая. В руках прям чувствуется это. Когда люди приходят на мастер-класс, они создают для себя талисманы. Да? Есть такое. И вы сами тоже создаете талисманы, которые потом передаются как сувениры, как подарки. Да. Вы что-то, какие-то мысли вшиваете в это свое произведение? Это, создаете? наверное, скорее всего, состояние, когда вот что-то в процессе создаешь, процесс творчества, да, оно прям затягивает, и вот это вот состояние, да, воодушевление, оно все равно, хочешь не хочешь, передается в изделие, которое создал. У меня всегда, когда я сажусь что-то создавать, у меня вот это вот, не знаю, даже если у меня до этого было настроение не очень, оно как бы настраивается в процессе творчества, как-то все слаживается, как будто по полочкам разлаживаются все мысли, и все равно вот это вот состояние, оно появляется, воодушевление. Не знаю, как это получается. Умиротворение. Да. А вот это вот депрессивное состояние, оно, наверное, это как бы то, что говорят, как бы выгорание, да? Что-то типа этого, да? Ну, люди по-разному говорят. Да. Творческие люди. Кто-то воспринимает как депрессия, кто-то как выгорание. А это же очень хороший ресурс для дальнейшего расширения своих творческих способностей. Есть такое.
Но я в это время обычно уделяю время себе. Если вот приходит такое состояние, я уделяю больше внимания себе и ищу какие-то дальнейшие вот эти вот развития какое-то, да, своих творческих способностей и начинаю понимать, что идей становится еще больше. Я согласна с вами, поскольку за любым кризисом стоит рост. Да, да. Очень многие мастера, вот как раз-таки, кто занимается резьбой по дереву, говорят то, что в Якутии уникальное дерево с большими ресурсами. Вы вот тоже в предварительной беседе это сказали, что вы даже обучаясь на агронома, да, узнали очень много интересного о якутских растениях. Да. Вот. Я в основном использую березу нашу якутскую. Да? Она очень плотная, твердая, прочная, долговечная, можно сказать. Да? Она вот сильно не рассыхается совсем из-за плотности своей. И когда я начала сравнивать с тем, что вот эти вот растения, это точно такие же березы, да, то, что растет южнее, там уже как бы рыхлость идет. Они как-то там растут вальяжно, да, им там тепло, хорошо, они там как-то растут и растут, да. А наши вот суровые условия, да, как-то как будто вот подстегивают растения, чтобы запасаться больше питательными веществами и уплотнять свою структуру. То есть даже вот когда мы собираем растения наши, да, высушиваем, у них даже вот аромат такой прям, не знаю, вот упаковку открываешь и прям вся комната как будто ароматизатором этим Заполняется. заполняется, да. Ну вот в России очень часто используют липу, да? Да, она очень мягкая. Вы работали с липой? С липой работала. Она прям как пластилин режется. Да, вы что? По сравнению с нашей якутской березой, она прям вот как пластилин режется. И для начинающих это очень хороший материал. А вы все свои мастер-классы проводите на березе? На березе на березу я даю пробовать именно на мелких изделиях для начинающих, но все равно я им рекомендую липу. Если они хотят что-то масштабное с самого начала сделать, рекомендую все равно липу. У нас липа продается. Вообще любую древесину желательно хранить там, где меньше солнца, проветривается где, да, и не жарко, и не сухо. То есть влажность тоже должна содержаться такая вот, чтобы древесина не рассыхалась, не трескалась. И, соответственно, там, где нет вот этих вот осадков, то есть на улице лучше желательно не держать. Если уж держать, то под навесом хотя бы. Что важно в воспитании? У вас все-таки 5 детей, колоссальный опыт, младшему 6, старшему 24, да, насколько мне известно. Самое важное, по-моему, вот уважение вообще к ребенку как к человеку. Вообще уважать как человека, ребенка как человека, да, в первую очередь. И насчет воспитания я их не воспитываю. Я воспитываю в первую очередь себя, то есть совершенствую себя, и они уже сами подхватывают это. Видят на вашем примере. Да. Ну, человек всю жизнь воспитывает себя. Да, это точно. Над чем вы сейчас работаете? Именно в улучшении себя. Улучшение себя. Скорее всего, это ближе к духовности. То есть понимание вообще вот само мироздание, да? Как оно устроено вообще. Но это же очень сложно. Всю жизнь мы можем посвятить этому, Да. в вопросах, в поисках ответов. Но обычно, когда мы задаем вопросы, ответы приходят сами.
Вы часто их получаете? Да. Последний вопрос, который был у вас в голове, и ответ на который вы услышали, получили. Так, был вопрос такой, с чего начать, чтобы вообще создать творческую студию? И ответ пришел сам. Масштабирование. Для масштабирования прям нашелся человек, который работает наставничество у нее, работает с творческими людьми для открытия именно творческих студий. Расскажите про тот случай, когда у вас купили вашу куклу. Это было когда до того, как вот эти вот возможности сообщения за границей были, тогда мне написал коллекционер сам. Он зашел ко мне в соцсети и написал, попросил продать эту куклу. Я сначала еще не согласилась, я сказала, она у меня выставочная, и до конца я ее еще не доделала. То есть выставочные работы, они обычно такие вот сделал, и до конца там что-то какие-то нюансы остаются, все равно приходится после выставки доделывать. И он согласился, сказал, что может подождать. Он, по-моему, даже полгода или год ждал, пока я вот по выставкам ездила, пока что. Это надо было куклу разобрать, потом сделать, доделать ее там технические вот эти вот нюансы и обратно собрать. То есть это надо было время уделить полностью этому. Поэтому пока я ездила по выставкам, такой возможности не было. И он ждал терпеливо этого момента. Потом опять написал где-то, да, где-то примерно через год и прям попросил продать эту куклу. Творческим людям очень сложно бывает оценить свою работу. Как вы оцениваете? Раньше мне тоже было очень сложно. Мне даже было как-то так... Я даже не хотела цены писать. Люди, когда спрашивали, сколько она стоит, мне было очень трудно сказать ценник. Хотя я понимала, осознавала, что это такой трудоемкий процесс, и сколько времени на это уходит, да, на создание одной куклы. Да, так смешно сейчас вот вспомнить, да. Сейчас мне вообще легко писать все цены, когда спрашивают. Очень легко и просто. А вот в первое время было, да, очень сложно. Но коллекционеру за сколько вы продали? Угадайте, да? Он сам предложил мне цену, и я приняла ее. Тогда это было $1300. Но после этого появилась какая-то уверенность о том, что, оказывается, есть ценность в моих работах, и нужно поднимать цену. Да. Тогда я уже начала сопоставлять именно время, сколько усилий в это укладывается, сколько материала уходит вообще по себестоимости. И из этого начали складываться цены. А раньше вообще вот я даже не понимала, как вообще вот составлять и из чего. Вот. В основном те, кто ценят, да, понимают ценность именно ручной работы, предлагают цены сами. Нет желания в перспективе создать свою коллекцию? У меня пока не получается. Вообще как бы коллекцию хочется создать для персональной выставки, потому что люди просят. Создать все-таки куклу авторскую, это даже если это не дерево, нужно много времени. Любой кукольник скажет, что да, надо вот, если создавать целую коллекцию для выставки, это очень много сколько по времени нужно. создается одна кукла? Например, вот эти вот куклы-талисманы маленькие, да. Раньше я делала где-то неделю, 2 недели, да, полностью, чтобы образ был. Потом у меня сократилось до 4 дней. И один раз я себя прям заставила, захотела узнать, за какой срок самое короткое я могу создать одну такую маленькую куклу. Я просидела с утра до утра, и у меня получилось. Вот и до сделать одну куклу такую.
А вы задавались вопросом, почему резьба по дереву? Почему это резко пришло в семью, где никто не занимался этим? Почему это меня так увлекло? Было такое. И я даже вот начала расспрашивать, а среди предков наших кого-то нету такого. И, к сожалению, я такую информацию не нашла. Но, возможно, есть. Есть такое. Просто эта информация где-то осталась там в неизвестности. Мгм. Вы чувствуете себя сейчас наполненным человеком на своем месте, своим любимым делом, или же все-таки, как любой другой человек, находитесь все-таки где-то в поиске? Нет, я чувствую себя наполненной. Это есть. Призвание. Да. Спасибо за интересный разговор, за ваши ответы. И хотелось бы пожелать, чтобы ваша чистая энергия, которую вы излучаете, будет передана вашим работам, чтобы вы создали свою коллекцию, чтобы показали его миру, чтобы из Якутии эти куклы уже путешествовали по всей России, по всем уголкам мира, и чтобы вы создали свой центр, куда бы приходили люди, действительно, как вы того желаете, нашли себя, обрели эту самую опору, ну или сосредоточились на важном и ценном. Да. Вам спасибо.